размышления, странные отношения философии с умом, с знанием, с мудростью. И говорили о том, что философия руководствуется принципом Николая Кузанского об ученом незнании или о знании о незнании. И следующим моментом, который стоило бы разобрать, и на котором немножко стоит остановиться, я его в тех лекциях разбирал в нескольких вариантах, но в целом я это называл радикальным сомнением. И вот сегодня я с этого радикального сомнения и начну. Так, что это происходит? Праздник. Праздник. Ну, почему москальский праздник? 30 человек собралось. Праздник. Долго. Так лучше, У каждого женского имени есть именины, И мужского. То есть, и у мужского тоже. Это не повод, чтобы одни из женщин чествовать таким образом. Нет, ну у москалей это понятно. Как бы. У них университет московский был организован в этот Татьянин день, и поэтому у них Татьянин день каким-то образом выделяется из всех остальных относительно к Татьяне. А почему-то это распространилось во все другие места. Хотя, впрочем, со Святым Патриком Ирландским происходит то же самое. К радикальному сомнению. Вы никогда не задавали себе вопрос, а в чем стоит сомневаться? Вообще представляет ли сомнение какой бы то ни было ценность само по себе? Ведь если смотреть на то, что может быть противоположным сомнению, то это вера. Вот вера с давних времен считается некой ценностью. Поэтому верующий человек считает себя достойным человеком. Он веру, обнаружив в себе, веру, может этой верой гордиться, может из этой веры выводить всякого рода суждения и так далее. А что можно в этом смысле делать с сомнением? И сомнения, вообще говоря, наверное, не доставляют человеку какого-то удовольствия и не является какой-то ценностью. Если я сомневаюсь, то это скорее что-то не очень хорошее. Но постоянно во всем сомневаться нельзя. Мы так или иначе живем в мире, на который можно опираться, которому можно доверять. Я вот сижу на стуле, и несмотря на хрупкость всякой новомодной мебели, не очень опасаюсь, что он сейчас сломается и я шмякнусь. Мы ходим по полу на втором этаже и даже набившись в эту комнату в таком большом количестве, в общем-то, чувствуем себя в какой-то мере уверенно, не боимся провалиться на первый этаж. Мы вообще живем в мире, которому в той или иной степени доверяем. Доверяем, и доверяем не только потому, что мы это пощупали. Вот, встаете на хрупкую лестницу, да? Сначала потрогаете ногой, достойна ли она вашего доверия. Если достойна, вы двигаетесь дальше. Мы можем в чем-то быть убеждены, когда это видим собственными глазами, проверили что-то на своем собственном опыте эмпирически. Или нам
сообщили о чем-то из заслуживающих доверия источников. И мы на это все опираемся, и это дает нам возможность жить в мире, в этом мире. А зачем сомневаться? Вот древние люди в эпоху радикального сомнения, они просто обнаружили несколько неприятных вещей. Ну, например, что им органы чувств врут. Каким образом врут? Всем известно, там, никто особо на собственном опыте этого не проверял, но тем не менее знает, что весло, опущенное в воду из-за разницы преломления света в разных средах выглядит переломанным. Мы-то знаем, что оно целое, но если вода прозрачная и ряби на воде нет, то действительно весло выглядит в воде переломанным, кривым. Мы можем там, бредя по кладбищу, принять куст за волка или большую собаку и так далее. То есть то, что мы видим своими глазами, далеко не всегда соответствует тому, что есть в реальности. Кроме того, мы знаем, что люди – это существа лгущие. Поэтому, услышав какое-то сообщение от какого-то другого человека или прочитав записку, книгу, мы знаем, что в принципе там может содержаться ложь. По телевизору лгут, книги лгут, бывают, всякое бывает. И когда мы рассуждаем о чем-то и пытаемся логически сделать какой-то вывод, мы можем допускать логическую ошибку, то есть разум, логика тоже могут приводить к ошибкам. И вот это вот люди, когда обнаружили в древние времена, наступило время радикального сомнения, и они стали размышлять о том, а чему же все-таки в этом мире можно доверять. Ну и в долгих размышлениях они вынуждены были изобрести религию и заявить, что есть вещи, не подвластные человеческим чувствам, экстрасенсорные, сверхразумные, сверхопытные, которые являются достоверными. Ну и так на тысячи лет утвердились разные религиозные воззрения. И люди описывали мир через эти религиозные воззрения, которые по существу были ответом на вот это вот радикальное сомнение, на обнаружение того факта, что в общем все, что мы можем знать о мире, может быть недостоверным. Но потом поколение людей, усилия огромных коллективов ученых привели не только к тому, что мир стал описан в более-менее достоверных каких-то знаниях, но на основе этих знаний можно было строить там, технику, организовывать уже искусственную жизнь и так далее. И поскольку людям это удавалось, то приходится умозаключать, что раз удается на основе каких-то знаний достичь заранее поставленных целей, ну, наверное, эти знания в той или иной степени достоверны. Несмотря на то, что в философском, методологическом, гносеологическом смысле индукция или повторяемость каких-то явлений до сих пор не считается достаточным доказательством верности наших представлений об этих явлениях. Ну, это особенно ярко в свое время Давид Юм, молодой шотландский философ, описал. И, в общем, с тех пор, с середины XVIII века, никто этого не опроверг. Более того, Кант в своей критике чистого разума добавил к этому представление об апориях, об антиномиях чистого разума, показывая, что есть такие знания или такие представления, в отношении которых мы можем доказать совершенно противоположные утверждения. Ну, например, в том, что Вселенная конечна или Вселенная бесконечна,
можно логически, с опорой на какие-то эмпирические представления доказать и то, и другое. То же самое с доказательством бытия Бога. Логически можно доказать и то, что он существует, и то, что его не существует. Ну и несмотря на то, что, в общем, некоторые антиномии Канта потеряли свою актуальность, ну, скажем, больше никто особо не спорит о конечности или бесконечности Вселенной. В общем-то, люди особо не спорят о бытии Бога на сегодняшний день. Но, тем не менее, само вот это открытие антиномии, что некоторые утверждения можно доказать как в прямом смысле, в положительном, так и в отрицательном, оно в современном мышлении, в современной философии присутствует. Но тем не менее я задаю такой наивный и, может быть, кому-то кажущийся простой вопрос. То, что сомнения в нашей жизни постоянно встречаются, это ни для кого не секрет. Но вот что заслуживает сомнений? Почему мы в некоторых вещах не сомневаемся относительно каких-то вещей, а относительно других можем сомневаться или даже должны сомневаться? При всем при том, опять же, что мы сегодня не древние люди, мы не собираемся и не можем проверять все как Фома неверующий. Помните, вот у вас из Евангелия когда Христос воскрес и явился своим ученикам, забившимся на конспиративную квартиру, они вроде бы его опознали, и большинство апостолов, учеников, узнав пришедшего Христа, сразу же, как без всяких сомнений, этому поверили. И только Фома, апостол Фома, не поверил и попробовал вложить пальчик в рану от копья римского легионера, которая была нанесена Христу, уже последняя рана, когда он был прибит к кресту. И вот мы ведь не суем пальчики везде и всюду со своим сомнением. Многим вещам мы доверяем. Берем телефон и знаем, что, набрав определенный номер, нас соединят именно с тем человеком, который нам нужен, а не с ФБР, не с ФСБ, который подделывает этот голос и так далее. Когда мы смотрим телевизор, и нам сообщают, что с 22 числа в Минске наступит потепление, мы, соответственно, одеваемся в соответствии с этим. Если нам сообщают, что будет наоборот похолодание, мы одеваемся более тепло. При всем при том, что метеорологические прогнозы очень редко бывают достоверными на 100%. Очень много вещей, в которых мы не сомневаемся, а в чем же мы можем сомневаться. С одной стороны, я сейчас не буду это подробно доказывать, опять же, вы это в лекциях можете в прошлых более подробно почитать. Без сомнения, без скепсиса не бывает мышления. Мышление, рассуждение, размышления начинаются, когда мы в чем-то сомневаемся, или когда относительно одного и того же явления мы можем сделать разные утверждения. Вот как я в прошлый раз рассказывал про Галилея. Да? То есть сомнения и противоречия являются обязательными для размышления. И все-таки, в чем надо сомневаться и размышлять, а на что можно положиться и жить, как все люди. Есть у вас сомнения, которые требуют от вас философской задумчивости? Есть ли жизнь на Марсе?
очень глупое, очень глупое сомнение, согласитесь. Ну, потому что ясно, что его можно проверить эмпирически. Слетать на Марс и либо найти там жизнь, либо ее там нет. Да? Размышлять об этом, сидеть в аудитории или вне аудитории, даже там за пивом где-нибудь, да, и долго-долго припираться относительно того, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. Занятие очень глупое. А в чем стоит сомневаться? Видимо, сейчас сомнения в основном лежат в области, наверное, которая не может быть верифицирована научным знанием. Как правило, то, что может быть верифицировано, оно в нем не сомневаются, да? То есть просто верят науке. Ну, вот так думали методологи науки в XIX веке. Они, в общем, вполне резонно заявляют, что все, что может быть проверено эмпирически, не заслуживает того, чтобы об этом припираться, спорить там, и так далее. Нужно организовать эмпирическую проверку и верифицировать то или иное утверждение. Но, понимаете, на Марс в XIX веке слетать было сложно. Да и сейчас еще никто толком Марс не исследует. Ну, высадили туда какой-то там автомат. Но пока ответить однозначно на вопрос, есть ли там жизнь, была ли там жизнь, не представляется возможным. Тем не менее, в науке очень много строится гипотез, предположений, так же, как о жизни во Вселенной, о наличии на планетах каких-то протопланетной жизни и так далее и тому подобное. Наука не сводится к каким-то, доказательным суждениям. Ей предшествует всегда лес гипотез. Нет, так я же не отрицаю гипотез. Я спрашиваю о том, что заслуживает сомнений. Да, гипотез можно нагородить огромное количество. Но если гипотезы проверяются эмпирически, об этом не стоит говорить. Нужно дождаться эмпирической проверки, потому что препирательство на этот счет есть глупость. Любая гипотеза не глупость, а путь, который проторит для дальнейшего развития науки. Лев Владимирович, я говорю не о гипотезах сейчас. Я говорю о том, что гипотеза, которая выдвинута и может быть эмпирически проверена, не заслуживает того, чтобы они даже 5 минут рассуждать и рассусоливать. Надо просто проверить. А философия не занимается эмпирическими проверками. Философия есть как раз это рассусоливание. Причем годами, а некоторые проблемы обсуждаются веками. И вот я решаю вопрос. Это глупость. Философия может считаться полной глупостью, так как считали позитивисты в XIX веке. Потому что думали, что все можно верифицировать. Но уже в XX веке Поппер предложил другой критерий. Не верифицируемости, а фальсифицируемости. То есть, он говорит, что верифицировать в принципе можно и ложные вещи. Помните, я бросал на пол листочек бумаги и фломастер, да? Вы все собственными глазами видели, что они падают с разной скоростью, а значит с разным ускорением. Видели собственными глазами, верифицировали. И тем не менее, это недостоверное знание про то, что тела падают с разной скоростью, с разным ускорением. Значит, одной верификации недостаточно. Поппер говорит о фальсификации. То есть, он говорит, если тела видимым образом падают с разным ускорением, и кто-то утверждает, что на самом деле они падают с одинаковым ускорением, равным одному же, на Земле, по крайней мере, а не на Марсе, не на Луне, там, на Земле, то значит, что-то мешает этому. Если мы можем предложить
гипотез относительно того, что этому мешает, да, то тогда это знание, уже гипотетическое знание, является научным. Оно не проверено. Опять же, как с Галилеем, чтобы напомнить эту ситуацию. Да? Торричелли открыл пустоту через 50 лет после того, как Галилей написал трактат о двух новых науках механика. 50 лет прошло. Но тем не менее, вот это знание, которое Галилей открыл на кончике пера, могло быть фальсифицировано. Зачем вообще Поппер размышлял на эту тему? Поппер размышлял на эту тему, столкнувшись с двумя модными системами знаний XX века. Некоторые считают, что таких модных к XX веку систем знаний было 3. Ну, для Поппера волновало 2 из них. Это марксизм и психоанализ. Почему марксизм в этом смысле Поппера, занявшегося методологией науки, интересовал? Потому что марксисты претендовали на научность своих законов социального развития. Они утверждали, что коммунизм – это научная теория. Это не гипотеза от балды. Она выведена из анализа социально-исторических явлений предшествующих. Поэтому коммунизм также неизбежен, как дембель. Примерно. То есть он наступает в соответствии с законом природы. Ну, примерно так же, как мы можем сомневаться в данных метеорологических прогнозов относительно завтрашней погоды, но мы точно знаем, что пройдет пара месяцев, и на Земле, на той части планеты, на которой мы живем, установится положительная температура. Наступит весна. Так вот, такое знание, что весна у нас таки наступит, сродни, то есть Маркс свою теорию о наступлении коммунизма, приходе коммунизма, пытался выдать по статусу примерно за такое же знание. Попперу это не нравилось, и он решил поковыряться и установить, действительно ли научный коммунизм или исторический материализм являются научными. Вторая штука, с которой столкнулся, модная штука, с которой столкнулся Поппер в начале своей деятельности, будучи достаточно юным еще человеком накануне Первой мировой войны, это психоанализ. Психоанализ к этому времени еще не стал поголовно распространенным, ну или там предельно распространенным в мире, но тем не менее среди интеллектуалов в Австрии приобретал большую популярность, и Попперу он тоже не нравился, как и марксизм. И вот он стал ковыряться с научным методом и выдвинул вот этот принцип фальсифицируемости знания. И если знание в принципе фальсифицируемо, то оно является научным. Тем самым он как бы сделал весь психоанализ не наукой, не научным знанием. Потому что ничего из психоанализа не может быть фальсифицируемо. Вот как можно фальсифицировать комплекс Эдипа, например? Ну вот, скажем, у одних людей он встречается, у других он не встречается. Или у одних людей психоаналитик, разговаривая с клиентом, с пациентом, лежащим на кушетке, обнаруживает этот самый комплекс Эдипа, а у другого не обнаруживает. Владимир, а вообще принцип фальсифицируемости, он абсолютно безупречен? Или в нем есть некое, ну что ли, то, что можно фальсифицировать? Дело в том, что он смотрит на науку как сплошное опровержение последующим знаниям предыдущего. А это не так. Он не является абсолютно, как вы сказали, не фальсифицируемым. Да. Это всего лишь принцип. Ну да. Принципы, вот теперь давайте смотреть. А принципы заслуживают сомнений? Конечно. Конечно. Разные принципы бывают. Ну, отлично. А руководство принципами? Оно-то служит не сомнению. Если навязываются какие-то принципы, то это общество, которое заслуживает изменения,
преобразования, Итак, дальнейшего развития. Итак, про общество я пока молчу. Я говорю сейчас про сомнения. Да? Вы помните вопрос, который я задал. Что вообще заслуживает сомнения? Потому что, если мы не ответим на этот вопрос, мы можем впасть в то, что Тургенев описывал в своем романе «Отцы и дети» в лице нигилиста Базарова. Да? Мы можем вообще ничему не доверять и подвергать сомнению все на свете, причем заслуженно или незаслуженно, неважно, мы становимся просто циниками. И вот оппонент Базарова в этом романе, старик Кирсанов, когда выслушал учение Базарова, сказал такую очень забавную фразу: «Ну, должны же быть какие-то принципы. У вас есть принципы?» Так вот, принципы, которыми мы руководствуемся и которые выводятся, например, как Поппер вывел принцип фальсифицируемости, они не подпадают напрямую под эмпирическую проверку. Ну, скажем, еще тогда экскурс, да? Залез Моисей на гору Синай, и там в дыму, в огне, в громе ему были надиктованы некие законы. Он спустился с горы и зачитал 10 заповедей. Да не будет у тебя иных богов перед лицом моим, и так далее, и так далее. В том числе простейшие принципы, которые, как говорят, есть практически во всех религиях, поэтому считаются общечеловеческими. Ну, не убий, не укради. Можно ли фальсифицировать принцип «не убий»? Нельзя. Его нельзя верифицировать, его нельзя фальсифицировать. Он принцип. И сомнение, о котором я вопрошаю здесь, да, в рамках нашего курса, от философской задумчивости к практичной категоричности. Я вопрошаю сейчас о сомнении. Сомнение должно быть, ну скажем, опринципиалено. Мы должны вывести для себя какой-то принцип, который позволил бы нам в одних вещах сомневаться, а в других не сомневаться. Не сомневаясь в том, в чем мы не сомневаемся, мы оставляем, скажем, для простого употребления. Мы об этом не философствуем. А вот то, в чем мы сомневаемся, мы об этом можем задуматься и порассуждать. В этом месте становится возможной философия. Во всех остальных местах она вообще ни к чему. Просто это пустая трата времени. И вот когда, знаете, у меня есть несколько знакомых, которые не считают себя позитивистами или еще кем-то, но они, для них слово философия является однозначно ругательным. То есть, когда они хотят сказать, что хватит болтать, давайте прекратим болтовню, они говорят: о, это же философия. Это то, что подлежит прекращению. Не надо разговаривать. Если мы достоверно знаем, достоверно и принципиально, что нечто подлежит сомнению, вот здесь мы можем сесть и начать об этом разговаривать. Или написать об этом книжку, а потом написать опровержение этой книги и так далее. То есть заняться той самой философией. И тогда эта философия, смотрите, я на минуточку допускаю, она осмыслена. Во всех остальных случаях, если это можно проверить эмпирически, или если это можно опровергнуть логически, или там, ну, собственно, все, логически или эмпирически, да, то тогда об этом не рассуждают. Не рассуждают. Даже не рассуждают о таких вещах. Вот скажите, пожалуйста, Тесла и аккумуляторы, на которых она ездит, способны вытеснить нефть, бензин, двигатели внутреннего сгорания? Способны. Технология? Перспективе? Ну, понимаете? А стоит об этом говорить? Нет. Это надо попробовать сделать. Да. Да?
Это не будет эмпирической проверкой, потому что если мы сегодня возьмем Теслу, да, и возьмем хороший автомобиль внутреннего сгорания, то, скорее всего, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания даст 100 очков форы, будет Тесла. И на гонке Формулы-1, и на Париж-Дакар, да и просто в быту. Но, обратите внимание, тот же самый 19 век. Только-только появились паровые машины, которые были поставлены на корабли. Они требовали огромного количества угля загружая. Они дымили, чадили, пыхтели и двигались гораздо медленнее совершенных парусных судов. Вся эмпирика говорила о том, что паровые пароходы на паровых двигателях, это, в общем, баловство и ненужная штука. И тем не менее, люди совершенствовали паровые двигатели, люди занялись преобразованием планеты. Потому что для того, чтобы пароходы вытеснили парусные корабли, нужно было не просто усовершенствовать паровой двигатель, нужно было преобразовать планету. Каким образом? Разрыть кучу шахт, найти кучу залежей угля. Более того, распихать этот весь уголь по планете. Потому что да, строите ли вы железную дорогу с паровозом или пароходы, работающие на паровых вот этих двигателях, понятно, что запасы угля надо пополнять. А пароходы и паровозы ездят в том числе по таким территориям, где нет запасов угля. Вот построили Транссибирскую железную дорогу. Проложили от Москвы, от Москвы до Парижа, значит, от Парижа до Китая. С Атлантического побережья до Тихоокеанского побережья. Уголь на всем протяжении, вот это сколько там, почти 15 тысяч километров. Уголь встречается в нескольких местах. В начале пути где-то в Руре, в Эльзасе, в Лотарингии. Потом где-нибудь в Карпатах, в Татрах, в Шлёнске, в Польском. Да? Потом вся Беларусь без угля проезжается до Москвы. Нет никакого угля. После Москвы до Волги нет никакого угля. Уголь в Сибири, наверное, есть разведанный, но там еще шахт нету. Да? А тем не менее, паровоз должен доехать от Парижа до Пекина. И люди развозят уголь по всей длине вот этой Транссибирской магистрали. Копают в одних местах, загружают в вагоны и развозят, для того, чтобы паровоз в любом месте мог загрузить и пополнить запасы угля. То же самое. Уголь нужно было развезти по всем портам. Раз уж пароходы начали ходить, для того, чтобы они двигались и преодолевали большие трансатлантические расстояния, нужно было завести грязный уголь для вот этих вот чадящих паровых двигателей по всем портам. И порты из чистых, с алыми или белоснежными парусами, чайных клиперов, летящих по волнам, как, я не знаю, самое прекрасное сооружение, созданные руками человека, превратились в грязные, пыльные вот эти вот порты. И вот так надо было поступить с планетой для того, чтобы пароходы, а затем появившиеся мазутные, там, дизельные и прочие теплоходы вытеснили парусный флот. Так же и сейчас. Доказательство того, что Тесла или электромобили могут вытеснить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, не подлежит эмпирической проверке на сегодняшнем уровне техники. Но это стимулирует человеческое мышление к тому, чтобы либо создать более совершенные, точные, долговечные, с высоким КПД аккумуляторы для электромобилей, либо доказать теоретически, математически, что это невозможно.
как с вечным будущим. Поэтому но это тоже не философия. А пустой треп относительно того, чтобы сидеть и об этом рассусоливать, писать об этом статьи, показывать это по телевизору, это очень глупые вещи. Так в чем же мы можем и должны сомневаться? Чтобы философия была не пустым занятием, тупым занятием, а маломальски осмысленным. Потому что наука осмысленное занятие, мы не сомневаемся. Ну или как? Мы принимаем это как принцип. В том, что техника, технология, инженерия, проектирование, конструирование не является пустым занятием. Мы тоже как бы знаем и из этого исходим. Поэтому инженер — это почтенная профессия, и никто не скажет, как вот мне говорит экономист Злотников, когда начинается какой-нибудь разговор, да? Ну, это философия, это инженерия, поэтому этим не стоит заниматься. Нет, инженерия — почтенная профессия, наука — почтенная профессия, почтенное занятие. А философия? Если философия начнет сидеть, судить и рядить о том, что лучше, Тесла или Volkswagen, то это тоже будет пустым занятием. Вот вы пришли на лекцию по философии, вместо того, чтобы пойти на танцы, соответственно, развивать свои социальные компетенции или двигательные навыки. Да? Да. Вот вопрос как раз таки насчет обязательного перехода к эмпирической проверке. Есть концепт искусственного интеллекта. И, по сути, как он будет работать, мы не можем узнать до того, как мы его создадим. Ну, то есть есть большое количество людей, которые этим занимаются, но при этом много вопросов поднимается, я таких много читала, о такой моральной подоплеке. Чем это может быть опасно? Тот же Илон Маск, создатель Тесла, много рассуждений на тему, нужен ли он нам. То есть вот здесь есть смысл рассуждать вначале, до его создания, именно философствовать о том, какие могут быть последствия создания искусственного интеллекта, такой саморазвивающейся системы, самообучающейся. Или сразу его создавать. А ну вот теперь смотрите, я-то думаю, что есть, да, смысл, но смысл не в том, чтобы обсуждать как замену создания. Да? Потому что, ну, опять же, сейчас пока не время, я еще не ввел всех необходимых для этого средств, чтобы обсуждать природу человека. Да? Но, понимаете, если люди задумали создать искусственный интеллект, они, сволочи, его создадут. И, то есть они как минимум не прекратят его создавать. Да? То же самое, если теоретически обоснована возможность клонирования, то не придется, не пришлось далеко долго ждать, пока не появились эмпирические подтверждения того, что клонирование в принципе возможно. Сначала простых организмов, потом более сложных, теперь уже клонируют собачек и так далее. То есть клонирование тоже возможно. Есть у этого этический аспект? Да, конечно, безусловно. Поэтому, скажем, биоэтика, ну, так или иначе, должна развиваться. Мы должны обсудить все морально-этические проблемы, которые в связи с этим возникают. Но не для того, чтобы остановить научные и научно-технические разработки клонирования или создания искусственного интеллекта. Подойти к этому более осознанно. А чтобы подготовить себя к миру, в котором это станет реальностью. В этом смысле гетерохромность и гетерономность развития естественного, научного и гуманитарного знания есть постоянная беда и проблема человечества. Мы время от времени оказываемся не готовыми к тем или иным научно-техническим достижениям. Да? Вот пришел интернет. Накануне того, как интернет был внедрен в Беларуси, когда Белтелеком
Бай, по-моему, как бы интернет-система, да? Создавался в середине 90-х годов. Фонд Сороса решил профинансировать подключение белорусских пользователей к интернету. Ну и проводилось несколько совещаний, несколько собраний относительно проблем, которые там возникали. Все решали проблемы финансовые, технические, там всего, да? А я на нескольких совещаниях спрашивал: ребята, а вот когда интернет придет, что мы будем писать в интернет? На меня академик Михайлов тогда, который потом стал, ну не потом, уже тогда был ректором ЕГУ, просто ЕГУ еще тогда не стал на ноги, топал ногами и кричал: какая разница, что вообще белорусы могут написать? Зато читать сможем. Ну, и будем читать то, что напишут другие. Англичане, немцы, русские. Я говорю: нет, понимаете, интернет это взаимообратная штука. Интерактивная. Туда нужно, оттуда можно брать информацию, и туда можно класть информацию. Писать только, наполнять интернет чем-то. И если мы заранее, еще не подключаясь только к всемирной сети, к всемирной паутине интернета, не задумаемся о том, что мы туда можем внести, мы будем, как бы это вот, изобид. Не просто чайниками тогда и юзерами. Мы будем той дойной коровой, которая финансирует всемирную паутину, интернет, не получая от нее ничего для собственного развития. Когда, наконец, интернет стал общедоступным, что стали писать белорусы? Они стали воевать на русском фронте за то, чтобы имя Белоруссии писалось не по-русски, а по-правильному. Не Белоруссия, а Беларусь. Ну, блин, охренительное, вообще интеллектуальное достижение. А что еще мы способны написать в интернет? Что мы туда способны положить? Даже когда Нобелевскую премию получила белорусская писательница, то оказалось, что это, в общем, не самая популярная новость в интернете, даже для белорусскомовного сегмента интернета. Но это мы отвлеклись. Давайте вернемся к магистральному нашему вопросу относительно сомнения и того, в чем стоит сомневаться, а что можно оставить до поры до времени несомненно. И вот здесь, собственно, скажем так, начинается вот эта самая философская задумчивость. Когда я вернулся в Беларусь в 1994 году, я не только занимался тем, что участвовал в совещаниях по внедрению интернета, но и пытался для себя сформировать программу того, чем я буду заниматься все оставшиеся годы, потому что дальше я не собирался никуда из Беларуси уезжать. А заниматься я хотел методологией и практическими приложениями. Методология, ну в данном случае я вам не рассказывал, что то, чем я занимаюсь, есть СМД, философия. То есть я зацепился за целый ряд вопросов, нерешенных в самой методологии и имеющих, собственно, философский характер, философский смысл. Но мне это нужно было не для того, чтобы просто философствовать, а для того, чтобы быть практически категоричным, знать, что делать. И вот здесь у меня было несколько подсказок. Несколько людей, которые являются для меня достаточно авторитетными, которые могут предложить мне принципы, не такие, как Моисей, что я в них безусловно верю, да, но которые я могу применить на практике и попробовать из них что-то вывести для своей жизни, для своей философии. Ну, например, Мамардашвили. Большую часть философии которого я, в общем, не особо принимаю, она мне кажется пустым трепом и болтовней, но некоторые вещи он все-таки нормальный философ, некоторые вещи он формулирует. Во всяком случае, для меня они оказываются принципиальными.
Ну, скажем, он формулирует принцип 3К. Принцип 3К как руководство к деятельности в современной философии. Первый принцип К возводится к Картезию. Картезия – это латинизированное французское имя Декарт. От Декарта. И этот принцип первого К Мамардашвили формулирует как вопрос, философский вопрос, что я могу знать. Это как принципиальный вопрос. И это возвращает нас к теме прошлой лекции, да, и я как бы не буду уже повторяться. Второй принцип, второе К, Мамардашвили связывает с Кантом и придает ему другую форму вопрошания. Да? Что я могу делать? Не должен, обратите внимание, то есть это не этический вопрос, не вопрос морального выбора в данном случае. Что я в принципе могу знать, могу делать. И третий К, третье К или третий принцип ведет к абсурдизации первых двух. Третий принцип Мамардашвили связывает с именем Франца Кафка как абсурдизация любых вопросов мировоззренческих утверждений и так далее, и так далее. И вот, когда я задумался о том, что пишет Мамардашвили вот в этом принципе 3К, ну, каким образом можно довести до абсурда или абсурдизировать, ну, например, того же Канта или Декарта. И здесь мне приходится восстанавливать свое представление, уже не мамардашвилевское, а свое представление о философии, потому что действительно, размышляя над третьим принципом Мамардашвили и глядя на современную мне философию, которая рядится в том некой мировоззренческой, светополярной такой картины под названием постмодернизм, я понимаю, что, в общем, все, что делают постмодернисты, ничуть не лучше того, что Кафка описывал в своем замке, процессе и так далее. То есть какая-то полная абсурдизация всего, из чего, в общем, не следует никаких позитивных ответов, и мне никогда из этого не добраться до практичной категоричности. То есть не только задаваться вопросом Декарта, что я могу знать, не только задаваться вопросом Канта, что я могу делать, но и давать на них практические ответы. Я могу и должен поэтому знать вот это и вот это. Я могу и должен поэтому делать вот то-то, то-то и то-то. То есть найти себе место в этой жизни. Задумавшись об этом, я читаю еще перед отъездом в Минск, живя в Москве, я читаю нашумевшую на тот момент статью Солженицына «Как нам устроить Россию». И вот мудрый, авторитетный, популярный человек после долгих лет эмиграции возвращается в новую, обновляющуюся Россию и, пользуясь своим социальным капиталом, авторитетом, рассказывает, как им обустроить Россию. Я говорю, а почему я должен, собственно, верить авторитету Солженицына? А почему я должен принимать за чистую монету утверждение Солженицына, который никогда не имел опыта обустройства России? Я перечитываю или инвентаризирую, что он написал. Я говорю, нет, он очень классно написал архипелаг ГУЛАГа, да, вскрыв пласты явлений, которые были до поры до времени от некоторых людей скрыты. Он отлично описал, как человек может превозмогать рак, болезнь онкологическую. И даже в 50-е годы
рак оказывается излечим. Очень страшное, с одной стороны, потому что это лагерная больница, фактически раковый корпус, но тем не менее очень оптимистическое, в том смысле, что человек способен превозмочь и преодолеть рак. Это все здорово, но вот ни одной страны Солженицын в своей жизни не обустроил. Поэтому могу ли я всерьез принимать его предложение о том, как обустроить Россию? При всем при том, что Россию я обустраивать вроде как не собираюсь непосредственно, но мне страшно интересно. Собравшись переезжать в Беларусь, я думаю, интересно, а могу я поставить себе такой вопрос, а как нам обустроить Беларусь? Но чтобы поставить перед собой такой вопрос, я, руководствуясь принципами Мамардашвили, спрашиваю себя, а что я для этого должен знать, могу знать про это, и что я в этом смысле должен делать. На второй вопрос, или на второй принцип Канта, я ответил себе сразу. И очень просто. Что я должен делать? Я должен заполнять дыры знания, если я смогу ответить на декартовский вопрос, а что я должен и могу и должен знать для того, чтобы ответить на вопрос, как нам обустроить Беларусь. Ну и по этому поводу я пишу сначала статью, чего не хватает, чтобы ответить на вопрос, как нам обустроить Россию. Ответ Солженицын. Ну, в общем, статья получила некоторое признание, развитие. Была опубликована уже тогда, когда я переехал в Беларусь, вернулся в Беларусь, хоть и в московском журнале, и вызвала «Бизнес и политика». Журнал назывался уже в 1995 году, и вызвала там определенную полемику по этому поводу, где, скажем, профессор МГИМО на тот момент Ильин сравнивает разные ответы на этот солженицынский вопрос, как нам обустроить Россию. Но я тогда сформулировал для себя 11 принципов или предположений и допущений. Не гипотез, да, потому что это не научная была штука, поэтому я не гипотезы формулировал, а как бы постулаты, допущения и предположения, да, относительно того, чего же не хватает для того, чтобы начать даже отвечать на этот вопрос. И потом, приехав уже и начав практическую деятельность. Ну, какую практическую деятельность? Я приехал не просто философствовать, хотя и философствовать в первую очередь. То есть я приехал с белорусами обсуждать самые принципиальные вопросы. И начал обсуждать их следующим образом. Значит, официально, практически меня пригласили, чтобы консультировать разработку стандартов образования, ну или делать вклад в реформу образования, которую тогда еще некоторые собирались проводить. Эмпирически я убедился в том, что то Министерство образования во главе с министром, всеми заместителями министров, начальниками отделов, с которыми мне удалось познакомиться, не способны проводить реформу образования. Более-менее надежды я могу возлагать на 4 института, которые были созданы уже в первые же годы независимости и которые могли отвечать за реформу образования. Это Республиканский институт высшей школы, Республиканский институт профессионального образования, это НИО, Национальный институт образования, и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров системы образования. Вот 4 института, которые были созданы, с ними можно работать, но их работа упирается в политическую волю, которая контролируется министерством. Я тогда говорю, ага, что я про это знаю? Я знаю, что министерство не способно организовать начало работ по реформе образования. Значит, министерство надо сменить. А как его сменить? Надо политикой заниматься. А кто я такой? Я вообще еще не гражданин Беларуси даже. Я уехал из Латвии, потому что мне не светило латвийское гражданство по тем законам. 2 года пожил в Москве, не приобретая российского гражданства. Приезжаю в Беларусь, у меня советское гражданство, никакое, то есть, да, в независимой стране. Слава Богу,
у меня были основания для получения белорусского гражданства, но я его только-только получал. Как я могу на политику воздействовать? Я говорю своим коллегам, это министерство надо менять. И это практически категорическое утверждение, не подлежащее никакому сомнению. А для того, чтобы его менять, надо заняться политикой. Мне говорят, как? Мы тут образованием занимаемся всю жизнь, у нас опыт такой, как бы, и профессия такая, и нас знают, как таких людей. Политикой мы не знаем, не умеем и не можем заниматься. Я говорю, ну давайте не будем заниматься политикой профессионально. Давайте поможем самому вероятному кандидату в президенты, а тогда только надвигались президентские выборы, и ты мне, я тебе, да? Мы ему поможем и попросим за эту помощь эксклюзивные права на проведение реформы образования. Те говорят, а что, хороший ченч вообще, хороший бизнес. Ну и так я втянул их в авантюру. Но сам-то я знаю, что, в общем, я много чего не знаю. В всяком случае, про Беларусь. И тогда я говорю, ага. И вот Беларусь для меня является тем объектом, в котором я могу сомневаться. Я не знаю, что такое Беларусь. И все, что я вижу в стране, есть вранье. Это вообще был очень радикальный тезис. Я его даже описал в статейке, за которую меня страшно не любили все коллеги, с которыми я тогда общался. Она называлась «Наивное путешествие в Беларусь. Знаки и символы». Я приезжаю и не вижу, точнее, никаких признаков независимости и суверенной Беларуси. Я вижу какой-то невнятный осколок СССР. Я еще вижу людей, которые не верят в то, что в этой стране что-то изменилось. Более того, кто-нибудь помнит деньги, которые тогда ходили? Зайчики. Купоны? Зайчики все помнят, потому что об этом рассказывали. Да? А помните, что было, кроме зайчиков, на этих деньгах? Были бобрики, картинки все помнят. Наверное, вы детьми были. А? 5, Погоня была. Мелкая, самая мелкая какая была купюра? 50 копеек. А как она называлась? Белочка. Она называлась 5 рублей. Да. Я приезжаю, открываю, 50 копеек написано. Все говорят, 5 рублей. А рубль это 10 рублей. Я говорю, ребята, Да, кстати. Да. что такое? Зараз уже не 1040. Что такое? И вот, смотрите, я человек принципиальный. Да? Если на клетке быка написано буйвол, слона написано буйвол, да, я тогда говорю, надо что-то делать. Потому что это бардак в мире творится. На клетке слона должно быть написано слон, а если мы не меняем шильдочку, то надо заменить животное в клетке. Иначе бардак. Ты говоришь, да какая разница, 50 копеек, там, 5 рублей, блин, это же все равно не деньги. Я говорю, постойте, а как вы живете, как вы зарплаты получаете? Да кому какие зарплаты там важны вообще, потому что как бы, деньги обесцениваются ежедневно. Да? И в общем люди живут без денег, знания все врут. Я приезжаю с вокзала, выхожу на привокзальную площадь, тогда еще старый вокзал был, да? И напротив, на доме, который до сих пор стоит, написано: «Мы дружбой народов сильны». 93-й год, когда я начал ездить. 94-й, когда я приехал, вывеска висела, эта надпись висела. По-моему, она висела года до 97-го. Какая дружба народов? Когда идет Карабахский конфликт, война в Приднестровье, там, и так далее. О какой дружбе народов вы говорите, ребята? Хоть, блин, режет глаз, знаковое несоответствие. Это мне режет, а всем остальным нет. Я начинаю беситься по этому поводу. Это мантра. А? Мантра. Дружба народу сильны, мантра. Ну, мантра это мантра. Ну, как бы понимаете? вот в Беларуси и тут везде дружба. Ну, вы поняли, да, мою
свою Да. ситуацию. То есть я как честный человек, что читаю, то и должен видеть. Да, и поэтому начинаю разбираться. И первый же текст такой серьезный про Беларусь, он у меня называется «Вопреки очевидности». То есть я приехал в независимую Беларусь, и я должен себе сказать, либо нет никакой независимой Беларуси, а есть вот тот бардак, знаковый, там, не знаю, эмпирический, который я наблюдаю, либо я должен не верить собственным глазам и просто относиться к Беларуси не как к тому, что я вижу, а к тому, что должно быть. Но тогда, понимаете, какая штука? Я ведь должен с людьми разговаривать и для того, чтобы что-то делать, ну, самое минимальное. Реформа образования. Элементарная вещь. Там, или что-нибудь такое. Зарегистрировать там, агентство гуманитарных технологий. Ну, куча практических вещей, которые надо делать. А я не могу делать этого, не разговаривая с людьми. А как я могу разговаривать с людьми, для которых слова ничего не значат? Потому что могут значить слова, если главные знаки в стране деньги, да? Хрен знает, что значит. Ладно, я слишком увлекся этими вещами, я сейчас вам расскажу совсем с другого конца то же самое. Вот есть нечто, про что говорят, что А есть или тождественно, да? Ну, скажем, из чего исходит сегодняшнее гражданское право Евросоюза? Оно исходит из того, что гражданин Германии имеет те же права, что и гражданин Болгарии. В этом смысле, как граждане Евросоюза, они тождественны друг другу. Это правда? Ну, вопреки очевидности, Европа стремится к тому, чтобы это было так. Хуже того, она говорит, если мы разрешили беженцу из Сирии поселиться в Евросоюзе, то его права тождественны правам любого немца. С коэффициентом. Ну, про коэффициенты это отдельно, я сейчас не буду критиковать политику Евросоюза, я просто говорю, что в принципе вот такая штука, да, что А тождественно Б, встречается. Встречается оно в науках, везде, да, и логика, формальная логика, аристотелева силлогистика, содержит один из главнейших законов в себе, закон тождества. Закон тождества в конечном итоге говорит следующее. Если А тождественно Б, то Б и есть А. И вот как это? Тождество А есть А, это неизыгрымый закон логики, опровержение которого ведет к тому, что мы тогда начинаем сомневаться во всем, в чем угодно. Этот фломастер пишет или не пишет? Ну, я могу проверить. Если он не пишет, то это не фломастер, а мусор. Но если говорю фломастер, и это фломастер, то в принципе как бы вот два фломастера есть. Закон тождества считается абсолютно незыблемым в формальной логике, и он же положен в основу любой математики, всех неклассических логик там, и так далее, ну уж тем более гуманитарной науки. И вот, например, мы делаем утверждение. Ну давайте сначала так. Вот с этим понятно, да? То есть если мы отождествляем А и Б, то фактически мы утверждаем тождество А самой себе. Да? А есть А. А вот если мы еще не утверждаем окончательного тождества, а попытаемся обратить эту ситуацию, отлично. А тождественно Б, а обратное. Верно? Б тождественно А. Если будет это А, то да. То есть, если выполняется вот эта часть, да, утверждения,
То есть если действительно А есть Б, да, то мы утверждаем тождество А самой себе. И тогда Б тоже тождественно А. Вот представим себе, что мы обсуждаем с вами, ну, например, такие вещи. Минск — это город. То есть мы говорим, что Минск А — это город Б. Мы, конечно же, не отождествляем полностью родовое понятие город. Потому что Пинск — это тоже город. Да? Или там Нью-Йорк, Брюгге, Гент там, и так далее. Да? Но то, что Минск — это город, мы как бы утвердили. Да? Теперь спросим себя. Ага. Обратное, вообще говоря, верно? Да. Нет. Почему? Каждый В частном помидоре. Нельзя. Если Минск это город, то город тоже Минск. А город же не только Минск. Да, а там же не про любой город говорят, а просто про город говорят. Здесь есть у нас Минский город. Этот город Минск. Это разные проблемы по Ну, вот смотрите, показания расходятся, да, поэтому я тут запишу вот такую частичку. Город ли Минск? Или большая деревня? Ну, сомнение понятно, да? Отлично. Если сомнение понятно, то я спрошу следующее. Город — это что? И мы перечислим какие-то признаки, да, которые отличают, например, город от поселка городского типа. Типа город, типа не город, как бы, да, но от деревни, да. Ну, еще от чего-нибудь. Ну, например, там, скажем, от страны. Да. Вот Люксембург — это город. Ну, там еще деревня есть. Шенген, по-моему, называется. В стране Люксембург. Так вот, мы можем дать определение города, да? Ну, например, давайте, любое нам годится определение. Есть какое-нибудь короткое определение? Населенный пункт. Населенный пункт. Большое количество Численность людей. населения Численность более. населения. Вытворчество. Каменные дома. Ну ладно, давайте я аристотелевское возьму, как бы, да? Единственное, не похоже. Да? Нет, в деревне должны быть свой сумасшедший, своя блядь, может быть врач, поп, милиционер. А все остальные... Отлично. Теперь мы же сейчас с вами не деревней занимаемся. Мы с вами занимаемся поиском ответа на вопрос, в чем имеет смысл рационально сомневаться. Да? И вот я теперь говорю, отлично. Город — это единство непохожих. Единство непохожих — это город? Ну да. Ну, нет. Это может быть серьезно. Может. Ну, я могу взять любое определение. Любое? Любое. Если говорю с полковым. Да. Вот скажем, есть... Любая группа уже единственная подобная. Вот в Минске, говорю, в Беларуси, да, есть город, в котором, самый маленький город, 2500 населения. 2500 населения,
и там есть горосполком, и этот горосполком не подчиняется райисполкому, который в другом городе. Ну или чуть побольше, город, это Десна, да? Есть город Туров, там 3000 населения, огромный город. Да? В нем есть горосполком, а над ним стоит райисполком в Житковичах. В Житковиче 60 тысяч населения, а Туров 3000 населения. Это не как город. В 30 километрах от Турова находится деревня, Ольшан называется. Одна из самых знаменитых деревень в Беларуси. Там, где огурцы произрастают в большом количестве. И там живет 9 тысяч населения. Уже 11. Уже 11. Я думаю, что самая большая вёска в Беларуси 11 тысяч, но она где-то под Минском тут находится. Вот уже 11 тысяч. В Ольшанах. Да. Вот. В Турове население не растет, как было 3000, так и остается. Да? Он в Житковичском районе, а вот в том самом Столинском районе Брестской области, совсем рядом, куда туровцы ездят на заработки. Ольшаны, деревня. 11 тысяч населения. Почему одна деревня, а другой город? Исторически. Потому что есть площадь. Площадь и улицы Ольшанах, городские. несмотря на то, что это что там, баптисты или 50? По 50. 50-я деревня, там даже казино есть. Нет, Чего в Турове нет? Усе принципи. На яких принципах? Ну, ну, да. Справа принцип. Отлично. Итак, мы понимаем, что есть какой-то затык в взаимообратимости этих вещей. Да? Когда идут простые определения это подведение чего-то частного под общий род. Да? Ну, например, город – это поселение, собака – это животное. Да? Собака – это конкретная собака, то, что она животное – это общий род. Да, и поэтому как бы, вот, собаку мы можем показать пальцем, да? А животное ну, сложно. Если мы покажем на любое животное, то оно окажется либо собакой, либо кошкой, либо человеком, там, еще кем-нибудь. Общий род, и это понятно. Но теперь вернемся к простейшим вещам. И скажем, что давайте попробуем усомниться в законе тождества. Каким образом? Если мы говорим, ну там собака, это животное. Животное, ну собака хищник. Да? Хищник животное. И вот про одно и то же, что-то, нечто одно и то же, мы можем утверждать. Одно, другое, пятое, десятое. Мы можем городу дать несколько определений. Можем какой-то город в соответствии с проверкой того, что содержится в определении, относить к городу или не относить, если не обнаружим в том горосполкома, например. Или что-то такое. Да? Но когда мы начинаем оборачивать эти вещи, то мы попадаем в логико-грамматическую ситуацию, в которой есть подлежащее, или субъект логический. И подлежащее – это то, о чем сказывается. Ну, например, что Минск – это то, о чем мы говорим, что он город. Да? А город – это логическое сказуемое. Логическое сказуемое или предикат. Предикат некоего логического суждения или грамматического суждения. И вот я говорю о том, что Минск, субъект, является городом. Город в данном случае является сказуемым про Минск. То, что про Минск сказывается, да, логически. Не глагол, но сказывается. Не в грамматическом смысле, а в логическом смысле. Но когда мы одно и то же слово, ну, например, город,
можем употреблять и как подлежащее, и как сказуемое, да, то оказывается, когда город, обозначим его А, не является тождественным самому себе в зависимости от того, в каком качестве логическом он употребляется. Если мы употребляем город в качестве сказуемого про Минск, Туров там, и так далее, это один город. А вот город, который мы определяем как единство непохожих там, или так далее, отождествляем его с С, с каким-то определением, это другой. Тогда город становится подлежащим субъектом. Понятно, да? Да. То есть разные слова. Одно и то же слово, поставленное в разные логические позиции, не является тождественным самому себе. И вот как только мы обнаруживаем это обстоятельство, мы обретаем логическое право на сомнение. И вот этот момент нам надо разобрать, это надо понять. Это мало запомнить. Это надо понять. Давайте попробуем понимать. А можно вопрос? Да. То есть город не тождественный Минску, да? Ну, он как бы, конечно, не тождественный, потому что городов даже в Минской области много, да? Поэтому и Минск город, и Заславль город, и Борисов город, да? Понятно, что город это нечто большее, чем Минск, в логическом смысле, да? Но он в то же время включает Минск. Да, ну, вот если мы начнем дальше логически, проделывать логические упражнения, да, то любое А, Б и С имеет в логическом смысле объем и содержание. Объем и содержание понятия. И в этом смысле, если мы нарисуем объем понятия город, да, то Минск входит в этот объем. Объем понятия город больше, чем объем понятия Минск. Минска два. Белорусский и Мазовецкий. А вот городов много. В состав городов, в объем понятия город входит и Минск Мазовецкий, и Борисов, и даже Десна с Туровым. Да? Тогда понятно по объему, как соотносятся эти вещи. Да? Отлично. А содержание? Вот когда мы говорим, это город, да? То мы не знаем про этот город еще много чего. Ну, например, есть ли у него городская стена? Городская стена является обязательным признаком города? Нет. Для европейских средневековых городов таки да. От этого происходит слово город. Да? От этого происходит слово латинское civis, от этого слово, почти, да? Наше польское или белорусское, западнославянское слово место. Да? Место, отделенное от других мест. Место Минск. А вот, например, для восточных городов стена вовсе не обязательно. Нет, там были крепости на востоке. Ну, таки у нас замки были, но не каждый замок становится городом. В латышском, например, город это Пилсета. Пилсета от Пилса. Пилс это замок, и то, что разрастается вокруг замка, то и город. Как бы, да? Восточные города строятся хаотично, как угодно, там, и так далее, они растут, и там стена не обязательно, город там открыт. Как бы, да? Вот. И эти жители в городе могут заниматься сельским хозяйством, чего, например, не было в средневековых городах, там, и так далее, и так далее. И в этом смысле каждый город описывается восточный, европейский,
внутриевропейских бывают купеческие города, бывают форпосты, военные, столицы там и так далее. Да? Содержание того, что мы знаем про каждый отдельный город, гораздо больше того, что содержится в понятии город. Поэтому чем больше объем понятия, чем меньше в нем содержание. Они связаны обратно пропорциональной зависимостью. Ну, это вот иллюстрирует дерево Порфирия, например, как в средневековом развитии аристотелевской силлогистики употребляли вот это вот дерево Порфирия, которое показывает величину предикатов. Да? И тогда говорится, например, есть предикаты, которые обо всем сказываются, а о них же ничего не сказывается, когда они становятся субъектами. Ну и на вершине дерева Порфирия находится предикат именно с таким свойством. Это то, что обо всем сказывается, о нем же ничего сказать нельзя. Знаете предикат? Слово. Слово, сестра, это бытие. Бытие – это то, что мы можем сказать про что угодно. Да? Например, Акудович существует. Он есть. И вот все, что мы можем приписать как предикат тому, что есть, бытийствует. Да? Вот бытие в этом смысле универсальный предикат. Больше его нет ничего. Там есть конкуренция, ну, в смысле, если ничто, да, вот, не существует. Но тем не менее, как бы, больше, чем про что-то мы можем сказать, что оно существует, оно есть, большего мы сказать не можем. А вот что мы можем сказать про бытие? Бытие человека отличается от бытия Бога. Бытие Бога отличается от бытия деревни города. Ну и так далее. Но вернемся от объема содержания, как бы опять же, школьных этих вещей, вот к этой штуке, к нарушению закона тождества, которое допустимо в тех случаях, когда одно и то же понятие мы употребляем либо в качестве подлежащего или субъекта логического суждения, либо в качестве предиката, сказуемого логического суждения. Так тождество так же и звучит. А есть А. А и субъект, и предикат. А есть А. И вот там не делается разница, как бы, да? Вот. Вот я вот, смотрите, подводил к этому. Постоянно спрашиваю. А есть Б. Верно ли обратно? На уровне Б и А, на уровне математических, алгебраических и пустых в содержательном смысле символов, да, закон тождества обратим. Как только мы начинаем затрагивать содержание, все становится не так. Там нарушается закон тождества в тех случаях, когда мы берем нечто в качестве субъекта логического высказывания и предиката логического высказывания. Ну давайте, чтобы не заморачиваться как бы этими вещами, возьмем пример. Да? Вы знаете, что такое суверенная демократия? Независимая влада народа. Суверенная демократия – это термин, который придумал сам Путина по идеологии Сурков для обозначения российского тоталитаризма. Хорошо, подмени меня. Но он фактически утверждает, что в России демократия. В России демократия. Ему говорят, слушай, парень, демократия – это то-то и то-то. Он говорит, ну и что? Как ему говорят, ну и что? Не похоже на то, что в России происходит. А он говорит, а у нас суверенность. Но демократия, она не похожа на то, что в Европе. Тут все чешут в репе, европейцы образованные, и говорят, ну таки да. Если сравнить демократию, например, в Голландии и в Германии, они тоже не похожи. Ну, не похожи, но и немецкая демократия, и английская демократия – это демократия, вы не понимаете, да? Почему в России не будет демократии? Российской. Или
Лукашенко тоже ведь рассказывает, что у нас все демократично. Как бы. Ну, подумаешь, фальсифицировали немножко выборы. Так, блин же, чтоб народу, мы ж волю народа реализовали в этом месте. И так далее. Ага. Значит, Перикл говорит, так, наверное, надо перейти на другую страничку. Откуда мы знаем про демократию? Про демократию мы узнали, когда греки боролись с одной стороны с тиранией, а с другой стороны с более традиционными формами организации полисной жизни. Полис – город, первые города, они, в общем, были не очень демократичны. Ну, например, Спарта там и так далее, да, там цари правили. Пока там 7 царей не надоели римлянам, они не установили римскую демократию. Выгнали Тарквиния и сказали: о, у нас теперь демократия. Ну, или республика. А вообще мы узнали через Фукидида о том, что Перикл, проигрывая Пелопоннесскую войну, объявил Афины демократией. Ну, говорит, у нас в Афинах демократия. Ну, сказать-то он это сказал. И даже что-то такое про нее, эту самую демократию, про то, какая она замечательная, суверенная со всех сторон там, и, в общем, классная, даже что-то рассказал. Но что такое демократия? В полной мере не раскрыл. После этого приходит Аристотель через некоторое время и начинает писать трактат «Политика». В этом трактате о политике ему нужно разделить тиранию от демократии, демократию от охлократии. И так далее. И он рассказывает про то, что демократия – это то-то и то-то. Да? То-то и то-то и так далее. После этого считается, что теперь Перикл, обозвав то, что происходит в Афинах, демократией, Аристотель, раскрыв понятие демократии, отделив ее от других форм политической жизни, создали два суждения. Можно ли теперь, как бы в соответствии с силлогистикой Аристотеля, говорить вот так? Да. Если бы это бы... Нет, непонятно, что в первом бы. И вот для Аристотеля, чтобы это можно было делать, да, он устанавливает закон тождества, вынося за скобки вот этот вот закон тождества, что в данном случае демократия здесь и демократия здесь – это одно и то же. Ну, если в этом случае, тогда да. А на самом деле это совершенно не одно и то Это же. не относится до системы. И вот здесь возникает место для сомнения. Для сомнения. Потому что многие называли Перикла, обозвавшего Афины демократией, тираном. Он не захватывал власть силой оружия. Он даже не устанавливал там единоличную власть, он советовался всегда с народным собранием, выполнял афинские законы и так далее, и так далее. Но у него был настолько высокий авторитет. Более того, афиняне в своем благополучии настолько зависели от его имперской экономики и политики, потому что Афины богатели при Перикле за счет ограбления других греческих демократий. Что, в общем-то, его заявление об Афинах как о демократии было, с одной стороны, идеологическим, оно должно было вдохновить афинян на продолжение войны со Спартой и выполнил эту функцию. А с другой стороны, нужно было разобраться на данный момент, что есть эта самая демократия, сделать ее субъектом и попытаться наполнить ее какими-то предикатами в свою очередь. Да? И тогда оказывается, что название того, что происходит в Афинах,
и того, что определено Аристотелем в политике как демократия, может не совпадать между собой. И тогда нам всякий раз полезно задавать вот этот вопрос. Но я его на других понятиях задавал, и мы к нему еще вернемся. Ну да, мы привыкли к тому, что Минск – это город, это даже главный город Беларуси. Это не просто главный город Беларуси, а он является парадигмальным образцом для других городов Беларуси там, и так далее, и так далее. Мы к этому привыкли. Но время от времени надо задавать себе вопрос, а город ли Минск? Ну да, могут быть обнаружены серьезные противоречия. Если серьезно об этом задуматься, может оказаться, что Минск это и не город. Так, вы еще помните, чем мы занимались с вами сегодня? Да? Мы с вами выясняли, в чем имеет смысл сомневаться. Да? Ну и какой же ответ, исходя из этого рассуждения, мы получили. Я, к сожалению, увлекся, много лишнего наговорил, поэтому мы сильно затянули. Подводя итог, я в этом смысле говорю. Знаете, глупо сомневаться, как Фома неверующий, что из евангельской притчи, что из этого стихотворения Чуковского, да, во всем, в чем угодно. Для сомнения нужно выбирать стоящие вещи, чтобы сомнение было рациональным, разумным. Ну и в конечном итоге потом практичным. И вот для сомнения, подлежащими сомнению вещи, связаны с нарушением закона тождества, которое возникает тогда, когда одно и то же понятие мы применяем один раз в качестве подлежащего или субъекта логического утверждения или суждения, а второй раз в качестве предиката логического суждения. И это дает нам, скажем, основания для сомнений. И эти сомнения могут выводить нас на верификацию, фальсификацию, проблематизацию. Потому что город ли Минск, это как требует, если это разумно, рационально заданный вопрос, требует никаких действий, каких-то действий. Ну, например, эмпирических действий. Да? Проверить наличие всего того, что положено городу в Минске. Если все в наличии, мы можем успокоиться. Но если то, что мы вкладываем в понятие город, эмпирически обнаруживаемо, оно имеет эмпирические корреляты. А если не имеет? Я хочу сказать, вот у вас две фразы, они супротивные, но не то, что вот вы, например, написали, Минск это город, это А, Б, а город и Минск это не зусим не Б, не А. Потому что Минск это город свержения, город Минск сумнев. Не, ну смотрите, это вы сейчас читаете. Да? Если мы открутим назад рассуждение, что такое философия? Философия это разговор, рассуждение. В процессе рассуждения ли появилось не сразу. Сначала я что сделал? Я написал вот эту фразу. Минск это город. Да? С намерением спросить вас. Обратное это верно, но я пропустил это, да? Пропустил связку, обозначающую бытие или подведение под общий род. Да? Пропустив, здесь было пустое место, и только потом, после определенной реакции и некоторых обсуждений, я вписал эту штуку, да? Как вопрос. Поэтому, конечно, это не симметричная вещь. Но теперь уже в законченном виде. А само рассуждение строилось просто в попытке поменять местами два. Да. Да. Вот. И теперь смотрите еще последнюю фразу, которую мы потом разберем на следующей лекции. И вот в уже моих терминах СНД философии, которые я пытаюсь строить и дополнять то, чего не было в самой СНД философии. Фиксация нетождественности
одного и того же понятия в качестве предиката и в качестве субъекта суждения, и фиксация различия между ними порождает идею. Собственно, идея города. Вот мы можем жить в Минске всю жизнь и не задумываться о том, город или не город Минск. Мы можем бросаться фразами: а, понаехали тут колхозники, а там еще что-нибудь, там деревенщина, там и так далее. Да? И вообще не думать ни о Минске в этом смысле, ни о городе как таковом и так далее. Идея города возникает тогда, когда мы фиксируем различия в качестве субъекта и предиката. Да? Но это еще очень смутная идея. На уровне подобия, недоведенного до геометрического какого-то подобия. Да? Мы смутно догадываемся, что тут что-то может быть не то. Вот когда мы сможем это сформулировать, довести до формулировки, да, вот, собственно, тогда что появляется? У нас появляется идея города. До этого мы пользовались словами нерационально, не имея этой идеи. Если идея города у нас появилась, мы можем заниматься исследованиями, там, сопоставлениями там, и так далее. Да? А Минском мы можем заниматься? Ведь идея города – это то, что общее, что есть для Минска, Пинска, Бобруйска и Запетовскую эпоху. Общее. А мы хотим жить в городе, который похож на Минск, Пинск, Борисов, Заславль и Нью-Йорк. Когда мы ловим себя на мысли, что мы патриоты Минска, мы любим Минск. Вот недавно я был на презентации книжки Володина «Маленький Вавилон», там, и так далее. Тут минские историки пишут там, и так далее. Тот человек, влюбленный в Минск, считающий себя коренным минчанином там, и так далее, вот у него там описывается. Но что он описывает? Не то общее, что есть в Минске с Нью-Йорком. Он описывает уникальное. Уникальное. Отлично. Если у нас появилась идея города, пусть смутная, любой степени сложности, да, и с малым содержанием, можем ли мы перейти к идее Минска? А Минск имеет идею? У Минска есть идея. Чистый город. Вот я сейчас проделал на Минске то, что я проделал в своем тексте «Беларусь вопреки очевидности» с Беларусью. И, в общем, как бы демонстрировал то, как, о чем может возникать рациональное сомнение и к чему оно может вести. Оно может вести к необходимости появления идей, в том числе идеи уникального места или уникальности. Потому что все понятия, согласно Аристотелю, относятся только к общему. Поэтому Аристотель, между прочим, запрещал такую вульгаризацию силлогизма. Ну, типа, все люди смертны, Сократ человек, следовательно, Сократ смертен и так далее. Аристотель, хоть и не читал Дэвида Юма, но, в общем, понимал ограниченность индукции, поэтому он говорил: ну да, все люди, конечно, смертны, но это весьма сомнительное индуктивное наблюдение. А вдруг Сократ не смертен? Мы этого знать не можем, да, пока он жив. Вот когда отравим, эмпирически проверим. Ну, не стравить же каждого человека, чтобы убедиться в том, что все люди такие смертны. Это бесчеловечно немножко. Поэтому Аристотель всю свою силлогистику предпочитал строить на знаках, алгебраических каких-то, на общих вещах. И с этого времени, и в общем до самых последних дней, обычно с понятиями работают как с общими понятиями. Да? А в данном случае я говорю, понимаете, Минск уникален, но тем не менее мы можем выйти на идею Минска. Идею, которая подлежит рациональному осмыслению, обсуждению философской дискуссии и, может быть, потом практическим действиям. Но это уже потом. Следующая лекция. Вопросы, реплики, возмущения, шумования, замечания есть? Владимир, я хочу вас спросить такую вещь.
все-таки как вы определяете философию? Чем она занимается, что, в чем ее уникальность? Разговор о незнаемом. О том, что подлежит сомнению, да? Ну вот дальше надо раскрывать. Я этот цикл лекций задумал на то, чтобы раскрыть эту простую форму. Философия – это, в первую очередь, разговор. Разговор людей, мыслящих о том, чего никто не знает.